Решающая битва. Это определяет исход войны прямо сейчас. Тысячи дронов полетят на Москву. Побег Путина из Кремля. Официальное заявление Зеленского. Покушение на президента. Взрывы прямо рядом с местом пребывания лидера страны. Совпадение или преднамеренная атака. Международный киллер найден убитым в Украине. Задержан действующий офицер разведки. Неожиданное продолжение запутанной истории. Грандиозный скандал. Придется подружиться с Россией. Внезапное заявление из Киева. Украина готова мириться, прогнозы от которого у кого-то может задергаться глаз. Это и многое другое к вечеру вторника, 7 июля. Хороший вечер вторника начинается с правильных новостей. Это информационный выпуск от команды Нехта. С вами работает Степан Путила. Поехали. Через 10 лет мы снова помиримся с Россией. Однозначно. Об этом заявил в большом интервью глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов. И от этого прогноза у кого-то может задергаться глаз. Через десяток лет однозначно будет. Так происходило со всеми странами. Вспомните Германию. В 55-м, через 10 лет после войны, с ней уже все восстановили отношения. А ведь Германия сделала намного больше зла. Но все ж таки більше зла зробила всім. Сейчас это немыслимо, раны свежие, признает он, но пройдет поколение, и в обеих странах заговорят о диалоге. А в Европе, по его словам, многие и вовсе тайком тоскуют по делам с Москвой, и в день перемирия ринутся кричать «снимаем санкции». Впрочем, по другим вопросам Буданов был железно тверд. Если мирные процессы переговоры ни к чему не приведут, как долго еще сможем воевать и мы, и агрессор? Ну, сможем, поверьте. Годами? Годами. Территориальные уступки Москве исключены полностью, без вариантов, а удержать Трампа, считает он, несложно. Все в мире любят победителей, а тех, кто проигрывает, никто не уважает. Значит, надо побеждать. А как вам прогноз про «помиримся через 10 лет»? Согласны или перебор? Взрывы, оцепления, перекрытые дороги – все это прямо у отеля, где ночевал целый президент. Серия взрывов прогремела там, где остановился Эммануэль Макрон. К счастью, самого лидера Франции в этот момент там уже не было. Кортеж успел уехать буквально перед взрывами. Охота ли это на него или просто вылазка террористов, пока не ясно. Ответственность никто не взял. А дело было в Дамаске, куда Макрон приехал с историческим визитом. Первым от западного лидера после свержения Асада. Вот только страна все еще бурлит. 5 днями ранее в центре взрыв в кафе унес 9 жизней. Покушение или роковое совпадение? Вопрос все еще открыт. История прямо как из гангстерского кино. 29 июня в Монако бомба у дома тяжело ранила украинского олигарха Вадима Ермолаева. Тот несколько дней пролежал в коме, но выжил. Интерпол объявил в розыск подозреваемую 39-летнюю Анастасию Березовскую. По версии следствия, именно она, переодевшись мужчиной, заложила взрывчатку. И вот развязка. Березовская, годами жившая в Германии, 1 июля вдруг вернулась в Украину. А через пару дней ее нашли закопанной под Киевом с пулей. Похоже, кто-то очень не хотел, чтобы она заговорила. Самое громкое, кого задержали за убийство. По данным «Украинской правды», это двое. Бывший полицейский и, что куда серьезнее, действующий офицер украинской военной разведки. Заказной взрыв олигарха за границей, устранение киллерши на родине, а среди подозреваемых человек из спецслужб. Вопрос, на который пока нет ответа. Как женщина, которую разыскивал весь Интерпол, спокойно въехала в Украину, будто бы ее там ждали. Зеленский объявил, что война вошла в новую решающую фазу и определит ее исход не земля и не море, а небо. Логика простая. На суше фронт застыл, российский флот выдавлен из Черного моря украинскими морскими дронами, значит, драка перешла в воздух. И вот там, говорит Зеленский, Украина уже на равных. Когда в сторону Москвы полетит уже не 100 дронов, а 1000, он поймет. Когда он начнет ощущать это лично, когда начнет видеть это собственными глазами, советники будут убеждать его переехать куда-нибудь за Урал. Чем дальше Путин будет от Москвы, тем ближе будет конец войны. Мысль жесткая и внятная. Пока война шла где-то далеко, Путин в Кремле ее толком не чувствовал. А когда рои дронов начали долетать до Москвы и Питера, туда, где живет он сам и вся российская элита, вот тогда, гласно Зеленскому, и дрогнет решимость воевать, или уже дрожит. Уже сейчас украинские дроны дотянулись до всех 10 крупнейших НПЗ России. Последним пал Омский за 2500 километров в самой Сибири. Каждый 8-й литр бензина в России производится на этом заводе. Производился. Туда же. Ебать ее в рот,
Есть, признает Зеленский, и слабое место – противоракетная оборона. В понедельник из 29 российских баллистических ракет Украина не смогла сбить ни одной, а перехватчики для «Патриот» приходят порой за день до удара. Советник министра обороны Украины предупредил, что ракет для сбития баллистики сейчас почти нет. Буквально 30 ракет, все улучили. Буквально все попали в цель, кроме тех, что ударили по жилым домам. Нам практически нечем сбивать баллистику. Если так продолжится и такие атаки будут несколько раз в месяц, россияне могут разрушить всю нашу инфраструктуру. Сейчас это военное предприятие, потом энергетика, бизнес, производство. Якийсь там бізнес, виробництво. По словам Флэша, Путин нащупал слабое место и будет давить террором, принуждать Украину к капитуляции или уступкам. Ракеты Х-101 россияне гонят прямо с конвейера, Искандеров тоже запас. А перехватчики для «Патриот» в дефиците по всему миру. Польша, Германия сами придерживают их, опасаясь Путина. Потому Зеленский едет на саммит НАТО в Анкару выбивать и готовые системы ПВО, и право производить их самим. А еще, говорит он, даже Трамп признал, с дальнобойными ударами Украина отлично справляется. Думаю, Путин действительно испытывает давление. Он хочет закончить войну, и Украина хочет закончить ее. Думаю, мы гораздо ближе, чем люди себе представляют. И президент Путин хочет, чтобы это закончилось. Говорю вам это совершенно уверенно. Сотня сожженных заправок за месяц, почтовые терминалы в пепел. Такое чувство, что россияне бьют уже по всему, до чего только дотягиваются. И почти все это сугубо мирное. За месяц под удар попало около сотни заправок в Украине. Сокар, Окко, ВОГ, БРСМ. По данным Forbes, сгорело больше 150 АЗС. Военные там не заправляются. Это заправки для обычных людей. Горят терминалы новой почты, крупный узел в Кривом Роге выгорел дотла, посылок людям можно уже не ждать. Захватчики называют это уничтожением логистических центров ВСУ по всей Украине. Досталось газовой станции в Павлограде, детскому саду в Киеве, вспыхивала, как помним, Киево-Печерская лавра, а свет из-за ударов пропал разом в 6 областях. Одержимо зло по мирному тылу без всякого военного смысла. В Киеве до 19 человек возросло количество погибших в результате российского удара в ночь на 6 июля. Ночью нашли тела мальчика с мамой. В ответ Украина бьет прицельно потому, что реально стреляла. Под Брянском уничтожен комплекс С-400, тот самый, который обстреливал Киев. Накануне ночью птицы Мадьяра успешно поохотились в Азовском море, спалили сразу 8 топливных танкеров Теневого флота, плюс сухогруз и паром. Все под санкциями, каждый под 140 метров. Те самые корыта, что таскали бензин в Крым, теперь полыхают в море. Недаром силы обороны за сутки отчитались о 10 пораженных целях по флоту разом. Одни жгут украинские заправки и почту, другие топят танкеры и рубят логистику, на которой держится вся российская война. А вот и неожиданный поворот. Азербайджан официально вызвал российского посла и вручил ему протест за то, что удары РФ по Украине все чаще прилетают по азербайджанскому добру, заправкам Сокар, а заодно посольству в Киеве и консульству в Харькове. Причем в Баку эти удары прямо назвали преднамеренными и потребовали объясниться. Еще недавно такое между партнерами и представить было сложно. Теперь Кремлю прилетает оплеуха за оплеухой уже и от соседей по бывшему Союзу. А над Москвой этой ночью творилось невиданное. Сам мэр Собянин признал, что на столичный регион летело больше 430 дронов. Самая массированная атака за 2 года. 4 аэропорта встали или работали с перебоями, но по-настоящему несладко пришлось Белгороду. Город дважды за ночь остался без света, воды и газа. Удары выбили электроподстанции и газовое хозяйство, снабжавшее полобласти. Но затем прорвало и самих жителей, причем не из-за Украины, а из-за своего начальства. Позор вам, 25 часов нет света, продукты пропали в жару. 2 сутки без света, где генераторы, на которые сотни миллионов выделили, по карманам распихали. Похоже, война, которую 4 года крутили по телевизору, все настойчивее стучится россиянам в окна. Да ну! Сильно жестко.
Впервые за всю войну Польша рассекретила, сколько реально отдала Украине. Почти 4 миллиарда евро с начала вторжения. Много это или мало? Для сравнения, рядом без дела лежат около 300 миллиардов замороженных российских активов. Варшава дала из своего кармана, пока в разы большие деньги самой России Запад тронуть так и не решился. А раскрыть цифры пришлось не от хорошей жизни. Оппозиция обвинила правительство, что оно втихаря в обход парламента передало Киеву дефицитные ракеты-перехватчики для Патриот. Вот и выложили все, вплоть до тех самых ПАК-3, которыми Украина сбивает российскую баллистику и которых не хватает. Причем отдавали с умом. За эти перехватчики в Варшаве по договоренности с НАТО и США обещали при угрозе вернуть в 10 раз больше, в первые же сутки. А вот чем обернулась бравада одного патриота на заправке в Иркутской области. Люди по 5 часов стоят за бензином, а 36-летний мужик на Ауди в майке с гербом и триколором полез без очереди. Ему нужнее. Молодой человек, вы в курсе, что вы нарушаете порядок? Мы по 5 часов тут стоим. Народ возмутился, и патриот пошел в разнос, орал на очередь, угрожал женщине с телефоном, потом взялся за полицейского. Утихомирить смогли только, когда полицейский достал табельное оружие. Вскоре героя задержали. Извинялся он почему-то в одних лишь трусах. Прошу извинения гражданам Сердынского за свое поведение. Весь пафос как рукой сняло. Нервы на заправках сдают, и дальше, похоже, будет только жестче. Ты посмотри, ты посмотри. А что ты? Возьми пистолет. Парни, брейк, парни, брейк, парни, брейк. А теперь цирк на футбольном поле. И неожиданно с Трампом в главной роли. Чемпионат мира американцы принимали у себя дома, мечтали о победе, а вместо этого их сборная с позором вылетела, продув Бельгии 1-4 в 1/8 финала. Обидно вдвойне. Но насмешило всех не это. Перед матчем лучшему игроку США показали красную карточку. По правилам это значит, что следующую игру он пропускает. И тут возмутился сам Трамп. А причина — смех, да и только. Он вообще не знал, что такое красная карточка. Я не знал, что, черт возьми, такое красная карточка. Решил трижды позвонить главе ФИФА, чтобы наказание отменили. Впервые в истории после матча так и сделали. Продавил, ФИФА уступила. А игрок вышел на поле и все равно ни разу не ударил по воротам. Так и вылетели. А бельгийцы на радостях станцевали фирменный танец самого Трампа. Тут уж, как говорится, занавес. Спасибо, что были с нами. До встречи уже утром.